Айсен Николаев работает в Чурапчинском районе. Руководитель региона встретился с коллективом цеха бутилированной воды скважины Мугудай. Он обеспечивает чистой водой весь Чурапчинский район, а также соседний Татинский. Также в сельскохозяйственном кооперативе Чурапча узнал, как работает молокозавод и колбасный цех. Кооператив – один из наглядных примеров кластерного развития сельского хозяйства. Также он имеет мясоперерабатывающий комбинат, убойный цех и ледник. В ходе работы в Чурапчинском районе Айсен Николаев провел совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственной операции. Сельхозкооператив Чурапча, он, конечно, является примером развития сельхозкооперации не только у нас в республике, но и в России. И, конечно же, его достижения впечатляют. Вместе с тем, у него, как и у многих других сельхозкооперативов республики, есть определенные вопросы, проблемы. И сегодня здесь состоялось совещание, посвященное вопросам развития сельхозкооперации в целом в республике, как раз на примере деятельности данного сельхозкооператива. Мы считаем, что сегодня перед сельхозкооперацией стоит уже вопрос товарного производства, его расширения, выхода на рынки от Южной Якутии, Западной Якутии, севера нашей республики. При этом, конечно же, особое внимание должно уделяться двум вопросам. Это, во-первых, качеству продукции и количеству продукции. Если по количеству продукции мы видим, что, в принципе, здесь в Чурапче у нас ситуация достаточно стабильная и есть резервы даже и для его увеличения, то по качеству продукции нам всем в республике надо работать для того, чтобы та же молочная продукция, которая производится на наших фермах, могла быть потом использована для изготовления молока, которое может храниться уже не 2 недели, а 6 месяцев. Это нам уже необходимо для того, чтобы обеспечивать доставку того же молока, например, наши северные арктические районы, но молока именно нашего якутского. Здесь, я думаю, что должна быть проведена большая совместная работа под руководством нашего Министерства сельского хозяйства. Уверен, что с этой работой в ближайшие годы мы справимся. Я уже вчера в Тате дал ряд поручений по переоснащению наших пищекомбинатов, но и сегодня я думаю, что мы уже должны ставить вопрос не только уже по пищекомбинатам, но и также по непосредственно самому молочному производству. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что наша республика, она очень многоплановая в развитии сельского хозяйства. Нельзя даже положительный опыт Чурапчи взять и, например, просто так автоматически скопировать. Надо его применять с учетом нашей местной специфики. В других районах можно идти другим путем, но самое еще раз главное, мы должны увеличить выпуск нашей чистой, экологически здоровой сельскохозяйственной продукции для того, чтобы она могла быть доступна каждому якутянину.